Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Как победить клопа и защитить урожай? Создан республиканский штаб по борьбе с вредителем. С целью консолидации в Абхазии создан союз транспортников. Приключения Шараха. Презентован сборник рассказов молодого армянского писателя на абхазском языке. Пришла весна, а значит насекомое-вредитель, мраморный клоп, нанесший в прошлом году сельскому хозяйству Абхазии большой ущерб, выходит из спячки. Первоочередные задачи по борьбе с опасным вредителем обсуждались на совещании, которое провел президент Рауль Хаджимба с участием премьер-министра Беслана Барцыц, министра сельского хозяйства Даура Тарба, представителей научно-исследовательских и экологических служб, а также глав администраций городов и районов республики. Репортаж Ирины Аршпа. В прошлом году из-за распространения на территории Абхазии мраморного клопа сельскому хозяйству страны был нанесен большой ущерб. Особенно пострадали главные сельхозкультуры – орех и цитрусовые. В этом году ситуация может быть еще сложнее и необходимо безотлагательно принимать меры, отметил президент, открывая совещание. Те шаги, которые предпринимаются здесь сегодня, они пока только носят информативный характер, а нам нужно принимать соответствующие меры, которые приведут к тому, чтобы как-то локализовать эту ситуацию. В бюджете республики на борьбу с насекомыми-вредителями заложено 10 миллионов рублей. На 3 миллиона уже закуплены специальные средства, сообщил министр сельского хозяйства Даур Тарба. Химикаты будут распределены по каждому району. Министерство также подготовило к печати брошюру со сведениями о применении препаратов и другой информации по уничтожению вредителя. Эти брошюры будут розданы сельчанам. Директор Института экологии Роман Дбар отметил, что несмотря на теплую зиму, смертность насекомого оказалась достаточно высокой, поэтому в весенние месяцы численность вредителя будет небольшой. По мнению ученого, к активной борьбе с мраморным клопом нужно приступать в июле. Именно в этот период накопится основная его численность. Роман Дбар считает, что необходимо изучить мировой опыт борьбы с вредителем и выбрать самый эффективный и экономически выгодный для нашей страны. К примеру, в Италии используют специальные ловушки с феромонами. При грамотной расстановке таких ловушек их эффективность очень высока. По краям плантации устанавливают феромоновые ловушки. Ловушки, которые представляют собой вещество аттрактант, привлекающий на запах клопа. Значит, и затем обработку производят этих деревьев вместе с группой деревьев, находящихся рядом с тем деревом, на котором находится ловушка аттрактант. И таким образом они минимизируют количество препарата, которые они используют, количество работников и техники, которые используются, и тем самым минимизируют экономические затраты, и при этом они не ставят перед собой задачу уничтожить клопа целиком, а только снизить экономический вред до минимального, который он наносит. В Абхазии с каждым годом растет число вредителей. И, как отметил Роман Дбар, для эффективной борьбы с ними необходима модернизация всей системы защиты растений в стране. Это не один вредитель, который существует в Абхазии. Этих вредителей по меньшей мере сотни наберется. И каждый раз будут возникать всплески тех или иных, вредителей. Поэтому, если нам сегодня ставить задачу, нам нужно ставить ее комплексно. Это модернизация системы защиты растений, это подготовка кадров. Поэтому я думаю, что необходимо будет включать программу, в которую нужно будет в университете на агроинженерном факультете открывать все же кафедру по подготовке специалистов по защите растений. Нехватка специалистов также серьезная проблема. По всей республике всего 60 инспекторов по карантину растений. Глава администрации Гулрыбского района Аслан Барателия предложил создать специальные бригады, которые будут заниматься обработкой растений. Для того, чтобы мы реально что-то сделали. То, что говорят о ловушках, это технология, конечно, сложная. Мы ее применить, по крайней мере, на уровне нашего района, если не будут специалисты, мы не сможем. А создать бригады, которые будут... Вот сегодня мы знаем, что завтра мы будем заниматься лечением, мы за этим проследим. Если бригады будут оплачиваемы, многие частных хозяйства даже не могут пользоваться этими ранцевыми опрыскивателями, и они не смогут это делать, и не будут это делать. А если они не сделают, значит эффект того, что рядом сосед сделал, мало будет эффективным.
Как было отмечено на совещании, в борьбе с мраморным клопом должны объединиться все структуры и население. Президент дал поручение создать республиканский штаб во главе с премьер-министром Бесланом Барцыц, в который войдут представители всех профильных учреждений. Члены штаба должны своевременно доводить до населения информацию о времени обработки и способах борьбы с насекомым. Все главы администрации, которые еженедельно вместе с руководством штаба, Министерства сельского хозяйства, все должны встречаться, проводить соответствующий мониторинг. Для того, чтобы этот мониторинг проводился, господа мои дорогие, там, где у вас 60 человек, распределите, у нас всего 7 районов по Абхазии, распределите этих людей туда, откомандируйте, и пусть они там занимаются этими вопросами вместе с руководством сельскохозяйственных ваших структур. Нам нужно работать и бороться с этой ситуацией достаточно очень жестко. Также должны быть организованы районные штабы, в которые войдут представители сельскохозяйственных структур и специалисты, отвечающие за установку ловушек и химическую обработку. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В Министерстве экономики Абхазии впервые состоялся конкурс среди 10 молодых специалистов на одно вакантное место – на должность главного специалиста управления макроэкономического анализа и прогнозирования. Отбор проводится среди кандидатов, подавших заявки для включения их в кадровый резерв министерства. Конкурс проходит в несколько этапов. Его результат в последующем определит нового сотрудника Министерства экономики. Специалист, который пройдет конкурс, будет принят на работу уже на следующей неделе. Данного рода конкурс проводится нами впервые и представляет собой отбор кандидатов по результатам тестирования в 3 этапа. Первый этап – это IQ-тестирование для общей оценки интеллектуальных способностей. Второй этап – это тест профильных знаний. И последний, завершающий этап – это собеседование. В сегодняшнем конкурсе принимает участие 10 человек, 10 кандидатов из списка кадрового резерва. И по результатам сегодняшнего тестирования наиболее подходящий кандидат будет принят на работу в управление макроэкономического анализа и прогнозирования на вышеуказанную должность главного специалиста. Дорожно-строительные работы ведутся в микрорайоне Аспа поселка Бзыпта. 3880 квадратных метров дороги укладывается асфальтом. Об этом сообщает Гагра ТВ. Заказчиком является Управление капитального строительства Абхазии. Работы выполняют специалисты Гудаутского асфальтобетонного завода. Необходимо отметить, что такого рода работы здесь не велись порядка 25 лет. После зимы сухумские парки готовятся к открытию весенне-летнего сезона. Городские службы ведут обрезку деревьев, производят уборку улиц и зовут горожан выйти на субботник. Наша съемочная группа побывала в нескольких местах отдыха в столице и убедилась. Объем работ действительно большой. Репортаж Ренаты Шакая. Ежегодно с приходом весны город начинают отмывать, подкрашивать, очищать от мусора и всячески приводят в порядок. В пылу всеобщих субботников и в запале благоустройства достается и деревьям. Их естественную красоту облагораживают, проводя сезонную обрезку. В эти дни в городе идет активная обрезка деревьев. Сотрудники зеленого хозяйства обладают большим опытом в этом деле. В основном все они работают уже по 10-15 лет в этой сфере. Я уже 12 лет. Распределяем каждому по участочку. И если кто-то не успевает, помогаем друг другу. У нас нормально, сплоченная бригада. Стрижкой занимались, цветы сажали. Благотворительность такую делали, красоту, прелесть. Мы убираем в основном набережную Махаджиров, Диаскуров. Там уже мы справились со своей работой и перешли в этот центральный парк. Занимаемся обрезкой юг и пальм. Нормально, справляемся, люди уже привыкли, работают. Мы проводим, значит, осенне-зимний период обрезку в целях омолаживания. Помимо целях омолаживания у нас поступают заявки. В Сухуме 8 парков, а это 385 гектаров. Всех их обслуживает столичная администрация. Но, как оказалось, на сегодняшний день у парков нет определенного статуса. После войны был указ президента Владислава Григорьевича Ардзинова, по которому
поручили курировать их Министерству культуры. Но это не означает, что оно у них на балансе. Поэтому мы недавно на совещании у президента обговаривали этот вопрос, чтобы привести это в соответствие. Это и парки, это и памятники, и скульптуры, которые стоят в городе. Кто-то должен ими заниматься. Мы, да, их чистим, обслуживаем, но они должны стоять у кого-то на балансе. Как и в любом городе, в столице есть парки республиканского значения и те, которые находятся в аренде. Именно такой зоной отдыха является парк «Сказка». На протяжении энного количества лет его состояние вызывает нарекания жителей города. Часть парка погрязла в болоте, другая заброшена различной арматурой и сломанными качелями. Лавочки здесь не менялись с довоенного времени. Парк славы, оно республиканского значения. Парк Курченко, он и в советское время принадлежал Совету министров Абхазии, и сегодня к Кабинету министров он относится. Но есть один парк, который вообще он у нас частный, это парк «Сказка», о котором многие пишут горожане, но мы ничего с этим не можем сделать. Видимо, необходимо какое-то решение, но это вопрос не моего уровня. Я считаю неправильным, что он принадлежит частному лицу. Столица находится на полном самофинансировании. 24 миллиона рублей – это сумма, которая выделяется администрацией ежегодно на благоустройство города. Со слов главы Сухума, сумма недостаточна для того, чтобы проводить все необходимые мероприятия по посадке деревьев, установке урн и лавочек. Вопрос урн решается, стоит на повестке. Вот в городе стоит более 300 урн, но их не хватает, и мы запланировали до лета закупить еще 150 урн. Но дело в том, что их очень часто ломают, ломают скамейки, урны. Во многих местах мы их забетонировали, но не везде это удается. Бывает в год около 100 скамеек просто исчезает. Люди увозят к себе домой, и в деревне, и на кладбищах я видел многие с наших скамеек. Горожан волнует состояние парка аттракционов на набережной, которые, как считают многие, давно необходимо демонтировать, так как он небезопасен для детей. Глава столичной администрации отметил, что часть парка именно та, где качели, находится в аренде. От Гурхаразия намерен решить вопрос кардинально. Был передан частному лицу на 10 лет. Срок этот заканчивается в этом году, и поступило заявление, чтобы мы еще на 10 лет продлили, но я отказал им в этой просьбе, и будем решать вопрос кардинально, или они должны все обновить, и только после этого получат разрешение, или мы будем забирать, и сам город будет этим заниматься. В первых числах мая в городских скверах начнется первая посадка цветов. Администрация планирует провести общегородской субботник и привлечь жителей Сухума к облагораживанию столицы. Горожане неохотно выходят на такие субботники. В прошлом году мы 3 раза проводили субботник, и ни один горожанин не вышел. Хотя мы по телевидению это объявляли. Но у нас население не так активно в этом плане, к сожалению. И поэтому у нас от этого больше расходов, потому что мы закупаем инвентарь в расчете на них, и фактически он остается без дела, этот инвентарь. А так мы хотим один раз привлечь, вы правильно подметили, школьников с тем, чтобы они все-таки должны, мы должны приучать к любви к городу. И только из таких соображений будем выводить их на субботник. Впереди еще много работы по совершенствованию ландшафтно-архитектурного комплекса Сухума, оздоровлению и восстановлению уникальной флоры парков для обеспечения комфортного отдыха как жителей, так и гостей столицы. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Прошло 49 лет со дня боевых событий на китайском острове Даманский на границе с Советским Союзом. Этот вооруженный конфликт с Китаем и по сей день считается самым масштабным. Тогда в бою, длившемся более 2 часов, советская армия потеряла 31 человека. Сегодня в рамках мероприятий по чествованию памяти павших в боях за остров состоялась церемония возложения цветов к мемориалу на аллее пограничников в Сухуми. В мероприятии приняло участие руководство погрануправления ФСБ России в Абхазии. В очередную годовщину боевых действий на Даманском острове в Абхазию приехал участник военного конфликта, герой Советского Союза Виталий Бубенин. Генерал-майор поделился своими воспоминаниями о боевых действиях, в которых он принимал участие 49 лет назад. Я, будучи начальником пограничного застава, со своей заставы вступил в бой с батальоном регулярной армии Китая на острове Даманском. Бой был тяжелый. В течение 2 часов от этого боя мы выбили батальон китайцев с острова. Батальон был практически полностью уничтожен. Торгово-промышленная палата республики совместно с фирмой «Гаруда Экспресс» учредили некоммерческое партнерство «Союз транспортников». Презентация новой организации прошла в Сухуми. О ее целях в репортаже на Алакове. Для успешного развития транспортной индустрии Абхазии путем консолидации участников транспортной отрасли в одну мощную силу Торгово-промышленная палата республики приняла решение о необходимости создания некоммерческого партнерства «Союз транспортников», основной целью которого является консолидация транспортных, экспедиторских, логистических компаний, создание площадки для организации диалога и взаимодействия бизнеса с органами власти, разработка совместных решений в вопросах развития транспорта и логистики в республике. Ситуация, когда наши транспортники, которые обслуживают наше местное население, которые встречают гостей, которые являются первыми для туристов, заезжающих в Абхазию, и играют большую роль. И вы сегодня знаете, они каждый живет своей жизнью, каждый сам по себе. Многие не могут выработать определенные правила отношений, взаимоотношений, каким он должен быть, как представить. От этого теряется, я думаю, имидж и республики. То есть есть много разных вопросов, о которых можно говорить. Транспортная отрасль играет огромную роль в формировании имиджа страны, считает учредитель Союза транспортников, директор известной фирмы «Гаруда Экспресс» Георгий Ачба. Ведь местные фирмы и владельцы частных такси перевозят не только граждан Абхазии, но и многочисленных туристов. Основная задача Союза – это улучшить и облегчить труд транспортников. Улучшить для пассажиров, облегчить для тех, кто принимают участие в работе, в обслуживании. Вы знаете, сегодня, имея такую площадку, я хотел бы обратиться ко всем гражданам Республики Абхазия. 90% граждан имеют какое-либо отношение к транспорту, к транспортной инфраструктуре. С огромной просьбой, с единственной, но очень сложной, большой просьбой. Давайте мы все вместе соберемся, консолидированно, будем общаться между собой и создадим еще один локомотив развития нашей экономики. Участники встречи отмечали, что в первую очередь государство заинтересовано в том, чтобы решать вопросы занятости работников транспорта, их страхования, начисления пенсий и других не менее важных вопросов, которые нужно и можно решать сообща. Но для этого должно быть создано объединение, которое и будет заниматься постановкой этих самых вопросов, чем, собственно, и займется НП «Союз транспортников». Какие от нас, от управления транспорта, будут предложения, от вас, и сообща будем решать все эти вопросы. Поймите одно, мы выезжаем, вот 8-9 февраля у меня была встреча в Минтрансе Российской Федерации. И все эти вопросы они ставят о перевозке пассажиров, о безопасности. Торгово-промышленной палаты Абхазии проводится большая работа, направленная на повышение экономической активности в стране и роста рентабельности малого и среднего бизнеса в республике. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение.
Народному артисту Абхазии Зауру Чанба исполнилось 80 лет. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия поздравила с юбилеем артиста Абхазского госдрамтеатра. «Вы пример для молодежи, как человек, который всю жизнь посвятил театру», – отметила министр. Со своей стороны Заур Чанба поблагодарил Эльвиру Арсалия за прием и поздравления. Он выразил надежду, что будущее поколение артистов поднимет имидж театра на новый уровень. Юбиляра чествовали и в его родном Абхазском драмтеатре, которому Заур Чанба остается верен до сих пор. «Приключения Шараха». Так называется сборник рассказов молодого сухумского писателя Ардашеса Овсепяна, изданного на абхазском языке. 10 юмористических рассказов, пронизанных любовью к родному городу и друзьям, пришлись по душе читателю. Репортаж Аля Китрапш. «Приключения Шараха». Именно так называется второй сборник рассказов молодого автора Ардашеса Овсепяна. Оригинал произведения написан на русском языке, но по желанию самого Ардашеса книга переведена и на абхазский язык. В сборник вошли 10 юмористических рассказов: «Шарах и айфон», «День выборов», «Абхазия и мороз», «В бизнесе только девушки», «Ажейпща» и другие. Описываемые события взяты из жизни самого автора. Как вообще начал писать? Конечно, сейчас, знаете, вот искать повод, чтобы сказать, да и просто взял и написал первую страницу, как это говорится. Потом пришла вторая новая страница, потом Шарах с Татари встали, отправились к Джарназу, появился Джарназ, Джарназ им посоветовал, потом появился Андрей Гудаля, Бенни Ардашин и все остальные. Один варил мамалыгу, третий варил. Это так получился первый рассказ. Ардашес удивительно ощущает в то время, в котором он находится. Материал буквально не надуман. Это с тем, с чем он сталкивается. Знаете, будучи еще в команде КВНщиков, великолепно у него есть какой-то юмор, который он здесь постоянно в этом присутствует. Ардашес Овсепян – выпускник Абхазского государственного университета. Сегодня депутат Сухумского городского собрания. Интересно, что окончил Ардашес физико-математический факультет, но всегда мечтал заниматься творчеством. Писать начал не так давно, 4 года назад. По словам начинающего писателя, у него не было сомнений в том, что второй сборник его рассказов выйдет именно на абхазском языке, ведь в полной мере передать культуру и самобытность абхазского народа можно только на родном языке. Когда мне говорят, вот выигрышный вариант абхазский, да так и должно быть, он должен был быть здесь выигрышным, поэтому действительно и непосредственно мы занялись переводом. Вот мне 27 лет, да, вот вы видите, 2 книги написал, я до сих пор не знаю, как первый тост вот на русском языке, вот за столе сидишь там, вот за Всевышнего, как на русском сказать. Вот абхазы говорят, язык не понимаешь, как-то язык льется красиво, интонация, все, точки, даже не понимает, ты слушаешь человека. А на русском языке пытаешься сказать, как-то не получается. И очень такие многие моменты, которые могли произойти только в Абхазии, они не могли произойти где-нибудь, допустим, вот когда человек зовет «Шарах, о, Шарах, сахар, есть сахар», ну тут на абхазском должно быть, но не бывает так на русском, чтобы человек с соседнего дома орал «Сахар есть, да, приходи, мешок остался». Но вот очень много таких моментов. На презентацию книги пришли депутаты парламента и городского собрания, члены Союза писателей Абхазии, родственники и друзья Ардашеса Овсепяна. Автор сумел в своих рассказах в точности передать национальный колорит абхазского народа, отмечали они. Меня что поразило, да, вот парень воспитанный, интеллигентный, в традиционной армянской семье, вот так тонко прочувствовать юмор, да, вот нюансы вот, нашего быта, да, это просто вот теперь Аляс тоже выдал вот, в горах, он спрашивал, это как, кто, как все это он взял и выдал в своем, скажу так, произведении. Ардаш я на первой был, читал первую, сейчас большой шаг и вперед, и наверх. На самом деле было приятно, честно говоря, был поражен, когда человек над собой работает, да, всегда это дает результат. Книга написана простым языком, читается легко. Вот почему для Оситы Квициня, Сусаны Тани и Илоны Квициня, занимавшихся переводом, не возникло сложности в работе. Я свято верила, что я работаю с человеком, у которого обязательно в доме кто-то абхаз. Но не бывает такого, но это мое восприятие. А потом, не даст он соврать, я спросила, Ардаш, кто у тебя абхаз? Он так скромно так опустился. Ну, никого. То, что человек не абхазской национальности и приносит с абхазским колоритом рассказ, это уже для меня как патриотически, это мое слабое место, я не могла сказать нет. В каждом рассказе чувствуется любовь автора к своей родине, родным, друзьям. В некоторых рассказах Ардашес Овсепян дал вымышленные имена своим героям, но друзья автора с легкостью узнавали себя. Эта книжка имеет право на жизнь, она найдет своего читателя. Я прочитал с удовольствием, на одном дыхании. Я вспомнил очень многие
истории, в которых я лично принимал участие. Ну, ты обыгрываешь какие-то моменты, но тем не менее, я тебя от всей души поздравляю. Начинающий писатель Ардашес Овсепян намерен продолжить свое творчество и порадовать читателей еще не одной книгой. Алика Трабш, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. Ну и в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В воскресенье облачная погода, дождь. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.